Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, нас можна слухаць і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакте, YouTube, Twitter. Улады паступова і метадычна выбівалі з выбарчай кампаніі самых актыўных і небяспечных яе удзельнікаў. Пачаўшы з затрымання Сергея Тихановскага, а потым і затрымання яго прыхільнікаў, якія вайшлі ў штаб Святланы Тихановскай, працягнулі нерэгістрацыяй Віктара Бабарыкі і Валерыя Цыпкала, размазаўшы такім чынам пратэставыя настроі па часе. Ці атрымаецца такім чынам канчаткова збіць накал эмоцый і пратэсныя настроі, і ці існуе небяспека таго, што выбарамі і іх вынікамі скарыстаюцца нейкія знешнія гульцы, і гэта пойдзе не на карысць Беларусі. Мы сёння абмяркуем з маім госцем палітычны аналітык Артём Шрайбман. Добрый дзень, Артём. Добрый дзень, Зміцер. Дзякуй, што дайшлі. Я ведаю, што у экспертаў, аналітыкаў, палітолагаў зараз гарачы час, шмат працы. Кто-то сказал бы чос. Чос. Да. Тым не менш, Артём, я ведаю, што усе ваши, ну, скажем так, аналізы, яны ідуць розныя структуры, у тым ліку і ў дзяржаўныя структуры. Ну, гэта прынята так, наколькі я ведаю, у аналітыкаў свае анализы. Я никуда не отправляю ни в какие государственные структуры, по крайней мере, Беларуси свой анализ. Только если они что-то читают в открытых источниках, то, наверное, да. Тым не менш, да, хутчэй за ўсё чытаюць. Ёсць адмысловыя, я ведаю, людзі, нават не кажучы пра прэс-службу кіраўніка краіны і адміністрацыі прэзідэнта, ёсць структуры, якія чытаюць. І от скажыце мне, ну, по вялікаму рахунку, как бы, людзі разумныя павінны прыслухоўвацца да меркавання іншых разумных людзей. Вот вы заўважаеце, што нейкім чынам ваши аналізы, ваши, можа быць, нейкія парады, ваши заўвагі, якія вы выказываете, яны, может быть, дзесьці, ну, заўважаются, выбачайте за тавтологию. Нет, я не вижу. Я думаю, что власть работает на более поверхностном уровне, в том смысле, что она реагирует на те вызовы, которые ей жизнь подбрасывает, а не читает какие-то советы, аналитику и думает, так, давайте скорректируем так, потому что там Шрайбман, Карбалевич, Пригерман или кто-то еще сказали, что так будет эффективнее. А власть, я думаю, автономна и самостоятельна в своих решениях. Видит Тихановского, он ей мешает, дубина. Видит там Бабарику, он ей мешает, СИЗО. Ну, то есть здесь все, мне кажется, проще. Вось тое, з чаго мы пачалі пра гэтыя затрыманні і па часе. Вот май, чэрвень, Тихановскі і там яго бліжэйшыя паплечнікі. Потым праз пэўны час затрымання Бабарыкі, праз пэўны час яшчэ нерэгістрацыя Бабарыкі і Цыпкалы. Вот мы казалі пра размазванне пратэсных настрояў па часе. Як вы лічыце, ці атрымаецца гэтае размазванне, ці удасца збіць накал эмоцый? У нас, к сожалению, никогда не будет ответа на этот вопрос. Знаете почему? Потому что мы не будем знать, если бы этого вот сбивания волны не было, какими были бы протесты вдруг в альтернативной реальности, да, в параллельной вселенной. То есть вот если бы все лето сидели бы молча, там все силовики, ничего бы не делали, то очевидно, что 9 августа протесты были бы больше. Но насколько? Мы не знаем. Я точно понимаю, что полностью эти протесты не собьют. То есть очевидно, что 9 или там, 10 августа станут точкой какого-то выплеска недовольства. О его объемах мы можем сейчас гадать, рассуждать. Многое зависит от того, какую позицию займут вот штабы кандидатов, что будут силовики делать накануне, какими силами они будут пугать людей заранее, потому что возможны новые там, дела Белого легиона или что-то подобное, там какие-то провокации заранее, или анонсирование провокаций, чтобы сбить желание протестовать. Но понятно, что протесты будут, но власть делает все, чтобы это не было по сценарию 2010 года, когда все шло вот по восходящей, да, когда все шло к дню выборов, накапливалось, а потом выплеснулось. Я думаю, что как Запад, так и власть не хотят допустить повторения 2010 года, потому что это была травма для всех, в том числе и для белорусской власти. Гораздо проще рубить как бы
ящерицу по кусочкам, да, с точки зрения вот, режима. И поэтому предпринимаются такие демонстративно жесткие действия на раннем этапе. Я думаю, что здесь задача... Об этом, в принципе, честно сказал Караев. Он сказал, когда его спросили, зачем вот какие-то там брутальные задержания на улицах, даже людей, которые просто в цепочку стали. Он говорит, что мы не хотим давать этому разрастаться. Не должно быть чувства безнаказанности. И в этом есть авторитарная логика. То есть если вы даете людям ощущение, что стало можно, то сегодня они станут в цепочку, завтра они станут в 3 цепочки, послезавтра они станут на всю площадь. Да? Вот с точки зрения власти это не лишено логики. В принципе, сегодняшний размах протестов — это следствие того, что много лет у нас уже не было репрессий формата 2011 года, вот того, что было 9 лет назад. И выросло, во-первых, такое небитое поколение, да, как говорится, которое не помнит на себе этих репрессий. И люди привыкли, что максимум, что будет, может быть, сутки. Да. Люди отвыкли, что бывают уголовные дела за протесты. И власть поняла, что нужно поддерживать в головах людей, повышать в головах людей цену протеста. И поэтому даже мелочи вроде велопробегов останавливают таким ОМОНом, да, или там очередь в Симбалба и так далее. Нужно показать, что толерантность к протесту нулевая, и так оно и будет. И это и есть инструмент снижения численности. Вот таким образом власть хотя бы кого-то отпугивает. То есть, если вы посмотрите, все, что делает власть, это каждый шаг, это снизить еще на какой-то процент участников, сделать заявление по телевизору перед акцией, что мы будем жестко действовать. Лукашенко, который говорит о том, что готовятся боевики и провокации. Равков, который говорит, что мы будем использовать армию. Это же все, части одного пазла. Это не вопрос того, что они реально анонсируют использование войск на улицах. Это вопрос того, что кто-то, возможно, подумает дважды, прежде чем идти туда, где Равков пообещал использовать армию. Тым не менш, вось вы прыгадалі пра пакаленне, якое вырасла і не ведала рэпрэсій, і пра тое, як вот жорстка зараз гэта ўсё разганяецца. Але калі прыгадваць гісторыю, мы памятаем і ў 10-м годзе, і раней пендалі удзельнікам акцый ад праваахоўнікаў і дубінкі, але ніколі не было пендаляў з боку удзельнікаў акцый сілавікам, амапаўцаў. В 90-е было. 90-е зараз не будзем браць, тады там была ўсё ж таки крыху іншая сітуацыя, і там таксама шмат пытанняў, але тым не менш, вот калі браць вот гэты атрезак, скажем, с нулевых і да сённяшняга дня. Это абсолютно новый феномен. Пра што ён сведчыць? Про эскалацию, радикализацию протеста. В принципе, я об этом писал еще месяц назад, что мы движемся по воронке эскалации, и мы, к сожалению, по ней движемся и дальше. И я не могу говорить о том, что кому-то как-то себя надо вести иначе, я не занимаюсь советами, но очевидно, что когда власть ограничивает легальные механизмы для выражения недовольства, она создает у людей впечатление, что никаким законным образом проявить себя и свое политическое несогласие в эту кампанию нельзя. Вы выдвинете своих кандидатов, мы их не зарегистрируем. Вы попробуете стать в мирный протест, мы вас разгоним. Вы попробуете стать в мирный вегетарианский протест, прокатиться на велосипедах, мы вас разгоним. Вы попробуете, не знаю, обсуждать это в интернете, мы к вам придем с обыском. И эта часть людей подталкивает к переступанию рамки в насилие. Это, в принципе, закономерность. И поскольку решение о том, чтобы запустить этот процесс, принимает власть, в принципе, на ней лежит и ответственность. Потому что во всех странах мира, когда ты не оставляешь пару людского недовольства выхода в легальное поле, оно будет выходить в нелегальное. Это просто закон истории. Если наши власти его не знают, то надо почитать книжки. Так происходило везде и всегда. И рано или поздно ровно все кровавые события, к которым они апеллируют, когда говорят, что этого нельзя допустить, именно из-за этого и происходили. Что люди не видели другого пути. Если людям другой путь для выплеска недовольства не давать, часть будет биться с ОМОНом. Это просто факт. И, к сожалению, сейчас и у власти оказывается, что нет другой реакции на это, кроме как повышать градус своих репрессий. То есть, а как иначе сбивать желание молодых парней побросаться на ОМОН и в том числе поотвечать ОМОНу? Власть думает, значит, надо больше ОМОНа, значит, надо больше дубинок, значит, этих людей нужно закрывать по уголовным делам, чтобы другим неповадно было. Это провоцирует встречное насилие еще другого уровня. И
Я меньше переживаю за Минск, если честно, потому что в Минске есть ощущение, что работают люди, которые научены работать с протестом, ОМОН, которые понимают динамику вот уличных столкновений. Если такое будет в регионах, может быть все жестче, потому что там люди к этому не привыкшие с обеих сторон. Тым не менш вот гэта ўсё вядзе да расчаравання, асабліва сярод тых, хто раптоўна вырашыў, што зараз падчас этой кампаніі яны могуць дамагчыся нейкіх зменаў, сталі вот яны не былі ніколі там апазіцыянерамі, не мелі дачынення да нейкіх там партый, рухаў, можа на плошчах папярэдніх ніколі і не былі ці міма праходзілі. І вот зараз гэтыя людзі вырашылі: о, ўсё ж таки час прыйшоў, трэба ўстаць. І расчараванне, да чаго яно прывядзе? Ці стане гэта, ці не стане дакладней вот гэтая электаральная перамога чарговая, элегантная перамога Александра Лукашенко такой піравай перамогай, калі браць у такім электаральным сэнсе? Смотря что считать целью, понимаете? Если цель сохраниться у власти, то от того, что новое поколение активных людей разочаруется, и часть из них, может быть, уедет, Лукашенко от этого сильно страшно не станет. То есть, да, экономика потеряет каких-то своих, может быть, самый свой живой такой интеллектуальный класс или часть его. Страшно, но не очень, да, то есть, в принципе, кубинский режим, например, Фиделя Кастро с самого начала построил свое долголетие на том, что сказал: не нравится, граница открыта, пожалуйста. Здесь вам ничего не светит, но можете уезжать, вон Флорида, там много наших. И, в принципе, Варшава, Вильнюс тоже недалеко. Поэтому в каком-то смысле это работает на власть. То есть апатия, разочарование, фрустрация такая, уход в депрессию — это то, чего власть в данный момент добивается. И это было бы, я думаю, для власти лучшим исходом, потому что это показывает, это дает посыл еще вот одному поколению, да, на ближайшие 5-10 лет, что борьба бесперспективна. И это прям то, чего добиваются. Я даже не знаю, что здесь добавить. Единственное, что я не знаю, как много людей таких будет, потому что часть, безусловно, уйдет в эту депрессию, часть уйдет во внутреннюю или внешнюю миграцию, но я думаю, что какой-то будет наплыв и в активизм. То есть часть людей останется, часть людей будет продолжать заниматься активизмом, может быть, в группе Бабарика по референдуму, может быть, в чем-то еще, может быть, в каких-то волонтерских, там, я не знаю, движениях солидарности, взаимопомощи, но каждый такой как бы эпизод противостояния в нашей истории, особенно 2010 год, он приводил к разным последствиям. Да? С одной стороны, часть уезжала, часть сливалась, но приходило и новое поколение в оппозицию в том числе. Поэтому посмотрим, как здесь будет. Многое зависит от того, чем закончится 9-10 августа все-таки. Тым не менш, вось гэтая элегантная перамога, ці будзе яна сапраўды электаральнай перамогай? Я да чаго? Вот я читаю ваш допіс, і вы пішаце пра тое, што усе гады, якія засталіся нашай уладзе, яна будзе дасіжваць пры хранічна нізкіх рэйтынгах. Скорее всего, да. Это проблема? Это проблема, потому что кто этот, Толеран или Наполеон, я не помню, сказали, что на штыках как бы сидеть можно, но долго сидеть неудобно. Если у тебя единственный ресурс твоей власти — сила, это, в принципе, нормальный ресурс, но на нем сидеть долго некомфортно, потому что ты начинаешь, как лидер этой системы, попадать в зависимость от лояльности вот именно силовиков. И ты вынужден их кормить, ты вынужден идти на поводу у них, ты не можешь больше опираться на электоральное большинство за собой, потому что понимаешь, что его нет в разговоре с силовиками. То есть в этой ситуации может измениться баланс сил внутри номенклатуры, когда, в случае чего какие-нибудь там влиятельные генералы, условно говоря, будут понимать, что они теперь стали незаменимыми, они теперь стали неудаляемыми из системы. Это будет другой разговор. Потому что раньше можно было сказать, что да кто ты такой? Человек в погонах, за мной страна, за мной народ. А теперь народа может и не быть. И окажется, что меньшинство. И это сложнее. Это сложнее администрировать просто физически. А самое главное, что Лукашенко все-таки в глубине своей души, это сейчас не ругательство, это просто академический термин, он популист, он любит быть популярным, он любит, когда ему некомфортно, когда за ним меньшинство, и он это осознает. И поэтому сейчас столько заявлений об этом рейтинге, да, столько телевидения продолжает рассказывать, что не 3%, не верьте этим мемам, и сам Лукашенко с этим спорит, потому что это его задевает. Ему важно чувствовать себя выразителем мнения большинства,
пусть это будет не большинство в 80, но хотя бы в 55, там, в 60%. Когда этого хронически нет, начинаются нервы, начинается осознание, что ты находишься во враждебном окружении людей, и не знаю, кому это комфортно. Это никому не комфортно. Я вот сегодня видел один пост в Фейсбуке, что непопулярные диктаторы никогда не становились популярными обратно. Не уверен, я думаю, бывали случаи в истории, когда там помогали какие-то победоносные войны, еще что-то, какие-то переключения внимания изнутри на вне, но я не уверен, что у Беларуси есть такие возможности. И слава богу, наверное. И поэтому я не вижу очевидного пути для возвращения народной любви. Вот не то, чтобы она когда-то была всеобъемлющей, но даже вот хотя бы 50%. Я не вижу этого пути, потому что экономика у нас, мы можем об этом поговорить, она мало того, что сама по себе в стагнации, в депрессии, решения, которые принимаются сейчас экономические, это скорее разворот от более-менее разумной монетарной политики в сторону менее разумной монетарной политики, и это нас может окунуть в новый кризис и в новый как бы спад рейтинга еще глубже, чем он сейчас. И поэтому в этой ситуации снова-таки непропорционально большую роль будут играть силовики в принятии решений. Ну так, я згодны, вот хотя бы гэтыя словы про вяртанне да планавай эканомікі неяк вот мяне не вельмі абрадавалі, калі не сказаць наадварот. Я крыху можа быць у бок да актуальных падзей учорашняга дня. Вось гэтае аб'яднанне штабоў, фота прыгожыя там трох жанчынаў. Ну, па-першае, гэта прыгожа, як сказаў нехта. Па-другое, з іншага боку дакладней, вось я просто працытую, Зянон Пазняк назваў аб'яднанне штабоў Ціхановскай, Бабарыкі і Цапкалы ідыятычным нонсенсам. Ну, сапраўды, Зянон Станіславович быў вось заўчора у нас у эфіры, вельмі шмат расказваў пра расійскасць і як стаўленікаў Расіі Бабарыку і Цапкала і бараніў і з добрым пазітывам казаў пра Ціхановскага і абодвух. І тут атрымліваецца, вот, яму такі падаруночак. Предалі. Да, як все ж таки вот вы ўспрымаеце і сам гэты крок, ці ёсць у яго ўсё ж таки нейкая пераможная будучыня? Вот. Ну, давайте. Дело в том, что в отличие от Поздняка, я думаю, большинство участников этой кампании, включая Тихановскую, Тихановского, Бабарика, Цепкала, их штабы, они вообще не рассматривают эту кампанию как войну между какими-то внешними силами. Для них это кампания про внутренние события в Беларуси, про застой, который есть в Беларуси, про демократию, про отсутствие сменяемости власти и так далее. Они не мыслят себя как, ой, я проводник чьих-то интересов, или они вот там проводники чьих-то интересов, а мне же это далеко. Да пророссийский, ну и пожалуйста, я думаю, думает Тихановская. Я думаю, она в принципе не задумывается о таких материях. И самое главное, что пророссийскими Бабарика и Цепкала можно назвать, ну, с позиции Поздняка. Но с позиции Поздняка я думаю, что вся Беларусь пророссийская, поэтому это, как знаете, с Северного полюса, куда бы ты ни пошел, ты идешь на юг. Вот с полюса Поздняка, куда бы ты ни пошел, ты идешь в сторону пророссийскости. Если говорить об этом самом шаге, то для штабов Бабарика и Цепкала это, безусловно, наверное, лучшее тактическое решение, потому что это позволяет им остаться релевантными в этой кампании. Иначе бы интерес к ним постепенно угасал, так или иначе. Так или иначе все бы начинали смотреть на Тихановскую, что будет делать ее штаб, что будет делать Дмитриев Черечень, что будет делать Лукашенко штаб. Ну, все перемещалось бы медийное внимание в сторону тех, кто остается в гонке, тех, кто может проводить массовые мероприятия, тех, кто показывает кого по телевизору, тех, кто будет в бюллетене. Так они остаются релевантными, и учитывая, что в штабе Тихановской, я так понимаю, полный хаос, да, там нет людей практически, и после этого решения туда ушли люди из Европейской Беларуси, я читал, то есть которые были ее доверенными лицами, а потом сказали, что раз вы объединяетесь вот с такими и больше не будете протестовать, мы уходим. Теперь я так понимаю, что штабы Бабарика и Цепкала будут довольно весомыми игроками в этом штабе. Я не знаю, будут ли они там определять всю повестку, но они, вероятно, будут иметь там серьезный голос, может быть, даже право вето на какие-то решения. И для них это возможность продолжить свое политическое существование. Ну и кроме того, своему электорату, который уже не маленький, отправить сигнал, что борьба продолжается. Потому что вот очень важно то, с чего мы начинали, ощущение обреченности и безнадеги, которое началось расширяться, да, после ареста Бабарика, после недопуска его к выборам, после недопуска Цепкала. Многие стали, ну, условно, фигурально выражаясь, паковать сумки, да. Либо за рубеж, либо, ну, все с этим понятно, на выборы я теперь не пойду. Теперь это
возвращает энтузиазм какой-то части из этих людей. Может быть, не все, но какой-то части, безусловно. Сегодня у них будет пресс-конференция, вот через час после того, как мы это записываем, и я думаю, что там какие-то еще новые детали плана будут, потому что план пока мне до конца не ясен, в смысле, как это будет работать технически, будут ли вы ее доверенными лицами, кто принимает решения в команде, Тихановская сама, или есть какой-то штаб по принятию решений новый? Как эти голоса распределены, да, в этом штабе? Ну, может быть, калі толькі новы, тому что ось до мяне прыходзілі прадстаўнікі каманды Тихановскай, і яны казалі: не говорите штаб, у нас штаба нема, может быть, зараз будзе. Угу. Мы это все узнаем, это интересно, потому что эти штабы показали, объединившись вчера, это то, что когда вот истина, о которой я твердил последние лет 7, что когда у вас есть на горизонте четкая цель, вопрос объединения происходит очень быстро. Когда у вас есть понятная, четкая цель. Вот у них она есть. Они пытаются сменить власть. А все остальные амбиции, вся вот эта вот чепуха про форматы и процедуры объединения, она уходит моментально на второй план. Когда у вас такой цели нет, у вас бесконечные праймерис. И это очень хороший урок на будущее, что когда нужно, 3 мудрые, видимо, женщины встретились и объединили свои штабы. Когда все тянут одеяло в свою сторону, потому что не верят в свои силы, у нас бесконечные конгрессы, бесконечные поездки по регионам, бесконечное интернет-голосование, которое заканчивается развалом коалиции. Тым не менш, вот з пункту гледжання паліттэхналогій, можа быць, яны учора заявілі сваю так праграму з 5 пунктаў, і мяне ўразіў адзін з пунктаў, дзе яны напісалі: мы вызвалім палітвязняў. І я у Марыі Калеснікавай пытаюся: ну, можа быць, неправільна сфармулявалі, там мы будзем змагацца за вызваленне. Вот як вы вызвалі, а калі не вызваліце, і што? Это, я так понимаю, их программа, они просто... Проблема всех этих неофитов политических в том, что они очень еще не четко формулируют то, что они хотят сказать. Часто это трактуется в десятки разных смыслов. Еще Бабарика этим страдал, если честно. Про массовых репрессий нет, это миф и так далее. Они говорят об одном, но не осознают, как это воспринимается всегда аудиторией. Например, у более опытного Дмитриева с этим меньше проблем. Но я думаю, что они имели в виду, что когда мы победим, наши шаги будут такими. Освобождаем политзаключенных и проводим честные выборы. Я думаю, самый важный пункт вот здесь, про то, что мы проводим новые выборы. Они пытаются, и, наверное, для своих сторонников успешно пытаются, переформатировать вообще смысл этой кампании. Теперь он не про программы, теперь он не про, что мы будем делать со ставкой рефинансирования, БелАЗом, отношениями с Россией и евроинтеграцией. Он теперь про то, что мы должны сменить власть и после этого проводить новые выборы. Они меняют повестку. И это грамотный ход, потому что, ну, давайте смотреть правде в глаза. За оставшиеся там 3 недели до выборов написать, особенно имея 2 своих политиков, лидеров в тюрьме, Тихановского и Бабарика, написать программу какую-то единую, попытаться ее донести до белорусов, сказать, что ну вот мы на самом деле за такой список реформ. Ну, честно, это вряд ли получится, никто этого не будет читать. Поэтому они уводят кампанию в то русло, в котором им комфортнее. И это тоже логичный шаг. Вот. А насчет политзаключенных, ну, они не могли об этом не сказать, потому что все-таки это моральная составляющая, и сейчас все, кто выступает о чем-то связанном, делает политические заявления, говорит о политзаключенных. Дмитриев в ЦИК сказал о политзаключенных, о том, что и вот это теперь главная цель его кампании. Прокопьев на своем видеообращении, которое многие, наверное, уже посмотрели, ресторатор Прокопьев тоже в конце пустил список политзаключенных. Это теперь, ну, новая такая реперная точка давления на власть, о котором будут говорить все, пока политзаключенные не выйдут. Это будет, я так думаю, переговоры с Западом. То есть мы возвращаемся в ситуацию, когда мерилом ситуации в Беларуси, термометром является наличие отсутствия политзаключенных. Лагічным працягам вось гэтага аб'яднання 3 штабоў, як мне падаецца, было б далучэнне да гэтага аб'яднання штабоў астатніх кандыдатаў. Наколькі гэта рэальна? Это надо спрашивать, конечно же, у них. Я очень мало общался, вообще не общался с Черечнем, очень мало общался с Андреем Дмитриевым, и поэтому я не знаю, что у них на уме, что они себе думают. Мы не знаем, были ли у них какие-то переговоры с властью, условно говоря, какие крючки там есть, за что их держат, за какие места и проблемы. И поэтому сложно, знаете, ну, в таком вакууме рассуждать. Может быть, там угрозы есть, да, если сниметесь, то, условно говоря, заберем бизнес. Поэтому, конечно, политически для них сейчас сильным ходом было бы сниматься в пользу Тихановской тоже, но здесь важно понимать, что
для них тоже есть логика в том, чтобы оставаться. Логика в том, что если снимут Тихановскую, тот же Дмитриев может думать, что ну вот Тихановскую, допустим, снимут с выборов по ходу агитации, тогда я останусь этим самым кандидатом, вокруг которого будет сплочение. А если я снимусь, ну тогда что, Конопатская останется только. Поэтому, может быть, они этим будут оправдывать свое нахождение в гонке. Дальше, ну, в гонке, в кампании. С другой стороны, понятно, что сейчас репутационно для них оставаться в кампании будет все сложнее и сложнее. Я думаю, что и их штабы, если они там есть, и их сторонники, сколько бы их там ни было, и даже люди на их пикетах, которые будут к ним приходить, я уверен, будут им говорить, что, ребят, ну... Объедновывайтесь. Да, вы сейчас спойлеры. Хотели вы этого или нет, но сейчас вы мешаете. И я думаю, по мере нарастания такого давления, ну, возможно решение. Я не исключаю, что, может быть, они побудут в кампании и снимутся ближе ко дню выборов. Это тоже было бы, наверное, логично, потому что тогда власти не было бы многих недель на планирование своих как бы ответов. А так, если Дмитриев, допустим, снимется сейчас, можно взять Черечня в подвал и сказать, если ты снимешься, то готовь чемоданы, да, или сумочки для СИЗО, например. А если это все происходит за 3 дня до дня голосования, это ставит власть в более тупиковое положение, потому что снимать Тихановскую тогда, это значит оставлять бюллетень с 2 человек. Ну, Дмітрыяў, у адказ мне на гэтае пытанне, ці гатовы ты зняцца 8 жніўня, не даў такого станоўчага адказу. Крыху пра іншае пытанне з гледача у кантакце. Юрый Жыроўскі пытаецца, як вы лічыце, наколькі вялікі шанс кропкавых санкцый по силовиках РБ от Евросоюза, и ці магчымая реакция режима на персональные санкции? Подобное пытанне задае у Ютубе под ником Мастер. Ваше меркаванне у выпадку фальсифікацыі выбараў і гвалту у адносінах да народу з боку уладаў, ці будуць уведзеныя санкцыі ад ЕС США у адносінах да чыноўнікаў, сілавікоў, сябраў выбарчых камісій? Санкции США на самом деле действуют. Многие забыли, но США не отменяли свои персональные санкции против Лукашенко, его семьи, Ермошиной и некоторых высших силовиков бывших. Не нынешних, но тех, которые там в 10-е годы и в нулевые отвечали за репрессии. А США только приостановили свои экономические санкции против Белнефтехима и его дочек. Санкции Евросоюза — это хороший вопрос, что называется, вопрос на 1 000 000 евро. Потому что я думаю, что с 2010 года планка для Беларуси повысилась. То есть Лукашенко нужно сделать что-то намного более брутальное, чем в 2010 году, чтобы выйти на тот же уровень международной изоляции. Потому что можно много причин приводить. Одна из них — это геополитическая ситуация, связанная с тем, что и Брюссель, и отдельные столицы Евросоюза понимают, что если они введут санкции, каким бы плохим ни было поведение белорусских властей, то если они введут санкции, это заморозит отношения с Беларусью на много лет и подтолкнет ее в объятия Путина, условно говоря. Вот такой аргумент звучит почти всегда во всех обсуждениях этого вопроса в европейских кабинетах. Точечные санкции, какие бы точечные они ни были, они посылают очень серьезный сигнал о том, что эта страна токсична. И это все равно... У нас никогда не было серьезных санкций Евросоюза против Беларуси. Они всегда были точечные. Но это все равно приводило к изоляции внешнеполитической. И общения, кроме как на уровне очень техническом, не было между Беларусью и Западом. И поэтому это такой... Санкции — это инструмент, как, знаете, как химиотерапия вот, во время онкологии. Да? Она, конечно, может убить опухоль, но она может и много чего попутного убить вместе с собой, и поэтому, учитывая возросшие риски в регионе, учитывая опыт Украины, учитывая переговоры по интеграции Беларуси и России, к этому подходить боятся. И к тому же западным чиновникам и дипломатам, которые там обычно работают по пару-тройку лет на белорусском направлении, им не хочется выкидывать вот все свои годы работы, последние, да, в мусорку. Им не хочется просто перечеркивать все. И поэтому вот это все работает против санкций, против введения санкций. И поэтому для того, чтобы добиться таких санкций, мне кажется, белорусским властям придется устроить просто какую-то кровавую баню. Да? Ну, я фигурально выражаюсь сейчас. То есть что-то намного более брутальное, чем в 2010-2011 году. Я все же надеюсь, что мы туда не придем. И я думаю, что пока у власти хватает ресурсов дойти до туда без повышения значительного градуса эскалации по сравнению с тем, что было в 2010-2011 годах. Политзаключенные — это очень вот вопрос, над которым, видимо, в Брюсселе будут думать теперь. Кого мы признаем политзаключенными, признаем ли мы их вообще?
потому что раньше санкции были четко привязаны к политзаключенным. Они есть санкции, нет политзаключенных, нет санкций. Сейчас политзаключенные есть, непонятно, сколько их считать, кого туда вносить, но, видимо, я думаю, что сейчас эти два вопроса могут быть отвязаны друг от друга. Как бы белорусской там, демократической общественности это было неприятно, но я думаю, что только за наличие политзаключенных, вот просто только за то, чтобы Барика сидит с Тихановским, вот только за это санкции вводиться не будут. Ну тым не менш, ну скажем так, афіцыйна ўжо там 21 чалавек прызнаны палітвязням. Amnesty International таксама дастаткова жорсткую заяву робіць, але я пра іншае. Вось скажем, у нас в эфіры прадстаўнікі Совета по міжнародных справах мінскі дыялог Евген Прыгерман і Дзяніс Мільянцоў выказалі такую думку, што калі глядзець папярэднія гады, то заўсёды вынікае так: замарозка адносінаў з захадам прыводзіла да павелічэння унутраных нейкіх зацісканняў гаек, рэпрэсій і гэтак далей. І, маўляў, таму, можа быць, все ж таки не трэба захаду ўводзіць санкцыі, хаця бы з меркавання того, каб тут улада не пайшла на это затискание гаек. Ваше меркование? Это правда, но это половина правды, потому что есть и вторая половина, которая говорит о том, что все репрессии начинались, витки репрессий серьезные начинались во время, когда санкций не было. 2010 год репрессии начались, когда санкций не было. 2017 год Белый легион и подавление протестов, репрессии начались, когда санкций не было. Дело Белта 2018 год, санкций не было. Репрессии сейчас начинаются, когда санкций нет. То есть репрессии начинаются по своей логике. Дальше санкции действительно, введение санкций действительно делает белорусскую власть более ершистой. И белорусская власть говорит: нет, мы не уступим. Нет, мы не прогнемся, и теперь мы закрутим гайки еще сильнее назло. И в этом Женя и Денис с Минского диалога правы. Однако не стоит забывать и про первое уравнение, что белорусская власть срывается в репрессии не из-за санкций. Они начинаются по другим причинам. И дальше есть очень важный вопрос. Если политзаключенные и другие какие-то методы репрессий отвязываются от санкций, то что заставит белорусскую власть их выпускать? Выпустила ли бы белорусская власть политзаключенных в 2008 году и в 2015 году, если бы она точно не понимала, что санкции снимутся? Она бы точно их набрала, политзаключенных, потому что она их набрала вследствие своего, из-за того, что она сама перенервничала. Но вот выпустила ли бы она их? А что бы ее побудило выпустить, если Евросоюз говорит: ну ок, да, мы не вводим санкции, потому что санкции вредят? Если сейчас санкции не последуют за политзаключенных, что побудит белорусскую власть выпускать их? Зачем? Кому? Кому это будет нужно? А будет как в России, где политзаключенных больше сотни. Об этом просто никто не говорит, потому что это больше не является вопросом отношений России и Евросоюза. Евросоюз никогда не вводил санкции против России за политзаключенных. Это был двойной стандарт по отношению к Беларуси, кстати, всегда. И Азербайджану не прилетало, и Казахстану не прилетало, прилетало только Беларуси. Но это позволяло понимать, что у власти есть условия. Власть понимала, что да, мы можем добиться снятия санкций простым решением. Если эти две проблемы отвязываются, тогда набор политзаключенных в тюрьмы будет нормализован. Он будет просто, чем-то из новой жизни. Да? Привыкаем к тому, что у нас теперь есть политзаключенные, так же, как аресты на сутки. И в этом смысле санкции — это не хорошо или плохо. Санкции — это и хорошо, и плохо одновременно. Они одновременно заставляют власть выпускать политзаключенных, и одновременно с этим они на какое-то время замораживают ситуацию в Беларуси, вернее, подталкивают власти к заморозке. И это очень непростая тема для того, чтобы рассуждать, что санкции неэффективны или санкции эффективны. Здесь нет единого ответа, и такой избирательный взгляд на санкции в формате, что они всегда приводили к заморозке, он игнорирует то, что заморозка начиналась до санкций. Всегда. Анастасія Гулідова задае пытанне, якое я хацеў вам задаць па выніку вашага адказа. Артём, так а самі вы за санкцыі ці супраць? Я только что обозначил свою точку зрения. Это механизм, у которого есть и плюсы, и минусы. Я не знаю, в какой пропорции его стоит использовать сейчас. У меня нет четкого мнения на этот счет. Он однозначно не должен уходить с повестки дня, он однозначно не должен вообще убираться с повестки переговоров, но когда правильный момент его применить, я не знаю. И этого не знает никто, это обычно мы понимаем постфактум.
Яшчэ одно пытанне на заканчэнне. Вось вы сказалі, што санкцыі магчыма будуць уведзены, калі ўлада давядзе да крывавай бані тут на плошчы, не на плошчы, в кавычках, да, безумоўна. Тым не менш, вось як вы лічыце, ці ёсць небяспека, што выбарчай кампаніі, як яна будзе развівацца, нейкім супрацьстаяннем скарыстаюцца, шмат хто кажа, што можа скарыстацца, скажем, Москва для апрасоўвання тут сваіх нейкіх інтарэсаў. Наколькі гэта рэальна, што вот крывавая баня, значит, трэба, Путин раптам скажа, трэба ўводзіць танкі, каб ратаваць беларусаў ад крывавай бані. Не, ну это если Лукашенко не будет справляться. Если как бы режим белорусский будет на грани коллапса и ему будут угрожать какие-то проевропейские внутренние силы, то тогда я почти уверен, что вмешательство последует. Путин не позволит цветной революции прозападного такого толка в Беларуси. Это, по-моему, очевидно. Однако у нас для этого нет двух ингредиентов. У нас нет падающего режима и у нас нет проевропейской протестной оппозиции. Все-таки там нет никаких дуновений в сторону мы сейчас выйдем из союзного государства и пойдем в НАТО. Вообще, я думаю, что, конечно же, любое закручивание гаек внутри страны, оно играет на руку переговорной позиции России во всех спорах, потому что оно уменьшает свободу маневра Минска. Это, мне кажется, прописная истина. Если у нас ухудшаются отношения с Западом, в России с удовольствием едят попкорн. Другое дело, что я не вижу на сегодня каких-то глобальных интересов в России, которые в Беларуси не реализуются, не учтены, для чего и понадобилось бы вмешательство. В принципе, Лукашенко все делает своими руками. Тут не нужно подталкивать, не нужно даже... Я думаю, там сейчас реально вот взяли, запаслись попкорном и просто ждут. Ждут, пока как бы мы рубим сук, на котором сидим, вот этот сук многовекторности. После выборов просто все переговоры, которые будут идти, по газу, там, альтернативной нефти, интеграции, чему хотите, кредитам, они все будут просто идти намного сложнее для Минска, если он обрубит себе пути отступления. Но сказать, что Россия прям сидит и ждет момента, чтобы ввести танки, зачем? Зачем? Все задачи решены без танков. Все работает. Беларусь никуда не уходит. Православных мальчиков на заборах не вешают. Ну, то есть для чего? Для чего этим заниматься, если Лукашенко решает все важные стратегические задачи, которые России на Беларуси есть? Вы не любите, Артем, давать прогнозы, тым не менш вось пытаются коротко на заканчэнне. Пазняк не выключыў таго, што Лукашенко не ўтрымаецца до Нового года. Вось у вас пытаются, а ваши прогнозы, колькі пратрымаецца рэжым Лукашенко? Это, конечно, вопрос. Я думаю, что для того, чтобы упасть в этом году, белорусской власти нужно наделать еще очень-очень много ошибок, тупых ошибок, на которые, в принципе, теоретически она способна, но пока она не показывает, что она их обязательно сделает. И поэтому, если мне нужно было бы в казино поставить свои деньги на какой-то вариант, я бы поставил на то, что она устоит. Это не исключает какой-то небольшой вероятности, что она начнет эти ошибки делать и стрелять себе в ногу с намного большей регулярностью, чем до сих пор. Дзякуй вялікі. У нас у гасцях быў палітычны аналітык Артём Шрайбман. Не прагнозы, але аналітыка таго, што адбываецца зараз у краіне. Дзякуй вялікі. Артём Шрайбман, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце, глядзіце нас. Спасибо.